Для людей пожилого возраста и людей с инвалидностью очень важно иметь возможность оставаться дома в привычной среде среди близких. В то же время им необходим особый уход. Зачастую родные тяжело больного человека вынуждены оставлять работу и полностью посвящать себя уходу за больным. При этом вся семья оказывается еще и в финансово затруднительном положении. Новая программа призвана решить эту проблему, в рамках которой инвалиды и пожилые люди теперь имеют право на помощника по уходу. Им может стать и близкий человек – родитель, дочь, сын, брат или сестра больного. Но прежде желающему стать официальным помощником необходимо будет пройти краткий курс по уходу за больным. После чего ухаживающий будет иметь возможность получать финансовую поддержку от государства по уходу за родным человеком. Это мы взяли людей, которые являются родственниками данных подопечных. Мы их обучили на базе подведомственного учреждения, допустим, в нашем случае это медколледж имени Тутаева. На базе этого колледжа обучили 22 помощника по уходу. Они уже приступили к своей работе, и они прошли свое тестирование и обучили их по определенной программе, которая была спущена Минтрудом России. В отличие от социального работника, помощник по уходу за больным не занимается уборкой дома, оплачиванием чеков и другими бытовыми делами. В его обязанности входит помощь в соблюдении приема лекарств, гигиена больного, поддержание когнитивных способностей и уход. В регионе уже обучено и подготовлено 12 экспертов. Их задача после принятия заявления от больного или его родственника выезжать на дом к больным и определять уровень нуждаемости в уходе. Должны выезжать 2 эксперта, чтобы не было никаких сомнений. После уже определения уровня нуждаемости к этому уже больному прикрепляется помощник по уходу, который уже будет непосредственно ухаживать за этим человеком. Там в зависимости от уровня нуждаемости 2 часа в день или 4 часа в день. Все вот эти услуги, которые будет предоставлять именно помощник по уходу, который, соответственно, прошел обучение, это обязательно. Эти все услуги, их около 50 услуг, они все предоставляются бесплатно. По Ингушетии будут отобраны 200 человек, нуждающихся в таком помощнике. На базе клиентских служб отдела соцзащиты нашего региона созданы территориальные коррекционные центры, где и будут приниматься и рассматриваться соответствующие заявления. На данный момент в центры поступило уже более 50 заявлений. Вот эта программа, она дает дополнительную возможность трудоустроиться и заниматься своим близким родственником, уходом его. В данном случае с ним заключает договор, срочный трудовой договор. Это поставщик социальных услуг. В данном случае это является Центр по соцобслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов. Они заключают с этим помощником по уходу срочный трудовой договор, трудоустраивают их, и в настоящее время они успешно работают. Также в Центре по соцобслуживанию пожилых граждан будет открыт бесплатный пункт проката технических средств реабилитации. Это трости, инвалидные кресла, противопролежные матрасы и другое. Зарема Ивлеева, Сулейман Костоев, Новости 24.